Махмуд Али Калиматов посетил завод по производству алюминиевого профиля «Риак» в Али-Юрте. В Ингушетии прошел массовый забег, приуроченный к 250-летию единения нашей республики с Россией. Поздравления от президента страны приняла наша долгожительница Лидия Бекова. Это новости 24. Здравствуйте. Махмуд Али Калиматов посетил завод по производству алюминиевого профиля «Риак» в Али-Юрте, введенный в эксплуатацию в апреле 2018 года. Проект реализован при поддержке Минкавказа России в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» на 2016-2025 годы, госпрограммы развития СКФО. Все подробности в сюжете. Генеральный директор компании «Риак» Магомед Тумгоев провел для главы Ингушетии экскурсию по производственному цеху. Рассказал об особенностях изготовления алюминиевых изделий и растущих показателях производительности. Показал оборудование, терминал с автотранспортом для перевозок, близлежащую территорию предприятия и офисные помещения. По итогам прошлого года «Риак» достиг хороших показателей. Отпрессовано 4463 тонн готового профиля, окрашено 2316 тонн профиля, отгружено 4512 тонн готовой продукции. Сегодня завод производит не менее 500 номенклатурных позиций алюминиевого профиля и работает в 3 смены. На предприятии создано 103 рабочих места. Руководитель субъекта отметил, что региональное правительство будет оказывать поддержку подобным предприятиям, поскольку их успех благотворно влияет на имидж республики. Я почему приехал, и мне приятно, что он работает, потому что куда ни приедешь, намерения были, а потом стоит просто корпуса, а потом разворовывается и все стоит. Я сейчас вижу, это реально очень большое производство, очень серьезное, тем более для Ингушетии. Поэтому я понимаю, что там есть обязанности ваши и налоги. Все, что правительство может, оно будет способствовать вам. Вот что я хочу сказать. Только это должно быть реально, продумано, согласовано, обсуждаемо. Надо вникнуть в производство, надо вникнуть в все эти вещи, потому что здесь все нормально, территория, я вижу, я зашел, обращаю всегда внимание. Но когда сюда едешь, это надо продумать району. Вообще эту дорогу надо заложить в эту программу. Люди будут приезжать. Сегодня на примере этого завода его надо показывать. Есть, которые люди, мягко говоря, лукавят или не делают надлежащее производство. Вообще их не поддерживаете. На предприятии проблем с реализацией продукции нет. Среди заказчиков клиенты из различных регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и других. При этом существует ряд сложностей: отсутствие качественных очистных сооружений, а также подстанции необходимой мощности. Проблемы получаются очистные, подстанция. Сейчас мы думаем об этом. Тут 3 точки. Мы сделаем это. Чтобы народ не волновался, мы с вами тогда еще говорили, что очистные у вас здесь двойные, тройные, безопасность полная, экологическая. Правильно? Народу надо говорить. На заводе планируется открытие обучающего цеха с возможностью прохождения практики на производственном. Это позволит подготовить квалифицированные кадры среди населения села Али-Юрт, создавая рабочие места для его жителей. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханеев, Рахман Суров. Новости 24. В 10 утра 1 марта от башни Согласия стартовал массовый забег. В нем приняли участие сотни человек из всех субъектов СКФО. Дистанция 7 километров от Магаса до Назрани. Погоде оказались только рады. Организаторами выступили комитет по туризму и администрация Магаса и Назрани. Диана Дударова расскажет об этом. Более 500 бегунов собрались у подножия 100-метровой башни Согласия. Им предстоит пробежать 7 километров. А поводом для этого события послужила другая цифра. Это не первый день весны и даже не желание скинуть лишние килограммы. Состязание проходит в честь 250-летия единения Ингушетии и великого государства. Отсюда и девиз забега «Навеки с Россией». До начала остается совсем немного, а кто-то вместо привычной разминки отжигает лезгинку. Впрочем, и сам старт получился нетрадиционным. 5, 4, 3. А давайте подождем.
Старт массовому забегу дан от главной достопримечательности столицы. Среди этих бегунов представители разных национальностей и возрастных категорий, профессиональные спортсмены и просто любители легкой атлетики. Для участия необходимо было оставить заявку, предоставить медицинскую справку и соответствовать возрасту от 14 лет и старше. В ходе маршрута у бегунов меняется география. Пробежав половину Магаса, оказываются на федеральной трассе в Нассер-Корте. На время соревнований движение здесь перекрыто. Финишируют участники у Дворца спорта. И вот он, первый призер с Краснодарского края, представитель русской национальности, который впервые в Ингушетии. Алексей Мамарин уверен, что такие встречи укрепляют межнациональные отношения. Очень счастлив, если коротко. Ну, на самом деле, очень круто, когда бежишь по городу, когда движение перекрывают, да, и вот с одной точки в другую, и по такой красоте там бежать, ну, непередаваемые ощущения, А тем временем другие участники продолжают достигать финишную полосу. Встречают бегунов весело и шумно. Организаторы у Дворца спорта развернули концертную программу. Здесь же ребята восполняют запас углеводов бананами и согреваются горячим кофе. Ну а некоторые участники заявляют, что эта погода отлично подошла для забега и холода вовсе не почувствовали. Среди бегунов сегодня были и тренеры со своими подопечными. А у Евгения Драгунова, тренера по легкой атлетике с Махачкалы, сегодня двойной праздник. Захотели поддержать, потому что все-таки такая важная дата, 250-летие объединения Ингушетии с Россией. Мы обязательнейшим образом, я тренер по легкой атлетике, собрал команду свою и привез сюда, мы на своей машине подъехали. Сами тоже участвовали в забеге? Да, я прибежал за 30 минут, вот могу часы показать, сейчас. Мне 60 лет, я как раз отметил 60-летие у вас здесь. Спасибо. Я 6-е место занял. Как впечатление в такую погоду бегать? Погода хорошая как раз для бега. Для меня замечательная погода. Далеко не все участники смогли сегодня занять позицию на старте по состоянию здоровья. Но организация и забега остались довольны. Обещают не пропустить следующий. Я в многих забегах участвую, занимаю призовые места, не судьба была. Организация была на профессиональном уровне, все очень понравилось. 7 километров преодолены все участники, как и на старте в сборе, но только уже у финишной. Первая тройка победителей уже определена. Вторые и третьи места заняли жители Ингушетии, а первая по праву досталась гостю республики. Магас Руслан Арсаматов, также министр спорта Республики Ингушетия Алия Исаевич Дашлакоев. Сегодняшнее мероприятие показывает стремление молодежи к здоровому образу жизни. Да, погода немного не подкачала, но для первого дня весны это хорошо. Никто не испугался, вышел на трассу, пробежали. И мы поздравляем победителей, которые сегодня в честной борьбе заняли свои призовые места. Тройка победителей разделила между собой призовой фонд 100 тысяч рублей. Первое место 50, второе 30 и третий призер 20 тысяч рублей. Организаторами праздника бега в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией стали Комитет по туризму и мэрии Назрани и Магаса. Данное мероприятие мы хотим сделать событийным, чтобы оно у нас проходило 2-3 раза в год, дабы легкая атлетика развивалась в нашей республике. В этом году все мероприятия, которые будут проходить в республике, в частности в городе Назрани, они будут посвящены именно этим двум датам. Это 75-летию Победы и 250-летию воссоединения с Россией. Историческое событие 1770 года в республике ежегодно отмечают различными мероприятиями. Массовый северокавказский забег стал стартом празднования знаменательной даты. Напомним, 250 лет назад вблизи селения Ангушт был подписан договор о вхождении в состав России. Ингуши стали первыми из северокавказских народов, которые официально соединились с российским государством. Диана Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24. Освободите территорию. Машины, припаркованные в неположенном месте, и их владельцы стали мишенью для сотрудников ГИБДД. Накануне они провели рейд на улице Муталиева возле Республиканской клинической больницы. Именно здесь часто возникают пробки. Репортаж нашего корреспондента.
Остановился только что. Нет знака. Я же всего на 5 минут. У каждого своя правда. Ситуации с парковкой в неположенном месте в регионе не редкость. Нарушители на каждом шагу. И большинство из них просто отгородились от внешнего мира завесой тонировки. Настоящий транспортный коллапс рядом с республиканской клинической больницей на улице Муталиева. Здесь постоянные пробки, заторы, любители неправильных парковок тут как тут. Где мне припарковаться, если нет места на парковке? И вообще, я встал там, где хотел, и делаю, что пожелаю. Им занялась полиция. За парковку в неположенном месте ему выписали штраф, а также предупредили о штрафной стоянке, если не поставит машину в положенное место. Тут уже его настойчивость и слова «ставлю где и как хочу» просто неуместны. На перекрестке из-за неправильной парковки творится настоящий беспредел. Автолюбители полностью игнорируют наличие знака и занимают полосу, а остальным приходится обходить стороной. Несмотря на то, что прямо перед носом большая парковка, люди оставляют свои автомобили прямо на дороге. Кажется, законной стоянки им недостаточно. Почему здесь бывают пробки? Да потому что проезжая часть узкая. Если бы она была намного шире, то и проблем бы никаких не было. Кто-то приезжает в больницу, кто-то в магазин, и ему в любом случае нужно где-то встать. Если оставить машину на парковке, то приходится идти 100-200 метров. Я думаю, это неправильно. Нужно учитывать, что ситуации бывают разные, и, возможно, кто-то не может преодолеть такой путь по состоянию здоровья. Многие водители во время рейда находились в автомобиле, а другие вовсе оставляли машины на проезжей части и уходили. Тех, кого получается найти, сотрудники ГИБДД штрафуют и настоятельно рекомендуют припарковаться в положенном месте. А те, кто не объявился, возможно, свой транспорт будут искать на штрафстоянке. По закону автомобиль может забрать эвакуатор, а потом еще и чек выпишут на оплату его услуг. В данном случае все водители нашлись. За остановку стоянку мы по статье 12.19, часть 2, мы составляем административные материалы. Административный материал, статья 12.19 составляет штраф в размере 1500. В дальнейшем в городе Назрань мы планируем провести такие мероприятия, где водители оставляют свои транспортные средства в положенном месте. И по Московской улице тоже такая же картина. Водители не соблюдают этих правил дорожного движения. Все мы видим посторонние знаки, дорожные знаки. Остановка, стоянка запрещена. Стоянка запрещена, еще есть знак. Неправильная парковка – это проблема, которая возникла не сегодня. Штрафы за такие прецеденты, хоть и невысокие, но все же немного должны отбить желание нарушать. Более того, этот штраф невозможно оплатить со скидкой. Не стоит забывать, что из-за, казалось бы, безобидного на первый взгляд нарушения может произойти ДТП. И вот тут головная боль водителя 1 рублем не ограничится. После проведенного сотрудниками полиции мероприятия становится заметно, насколько просторно стало на данном дорожном участке. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Новости 24. 22 апреля будет оплачиваемым выходным для всех работников, как госслужащих, так и сотрудников частных компаний. Об этом сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он подчеркнул, что россиянам не придется брать день за свой счет. Зарплата будет выплачена. Голосование по изменению Конституции России назначено на среду, 22 апреля. Оно пройдет с 8 утра до 20 часов по местному времени. Напомню, Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, которое станет выходным днем. «Спаси Грута». В Ингушетии продолжает реализовываться экологический проект под таким названием. В него вовлечены уже 8 региональных общеобразовательных учреждений. Учащиеся 5-й школы, порядка 400 детей, заняли первое место по сбору макулатуры. Общими усилиями им удалось собрать более 36 тонн бумаги. К этому делу подтянулись и взрослые. Репортаж Тамары Хашигульговой. Граждане, сдавайте макулатуру. Почти пионерский призыв. Но для участников школьной акции это не советский лозунг, а сегодняшние реалии. Ведь в обмен на газеты, тетради и прочую бумагу они получают не книги, а совсем другие подарки. Поездку на каток, новый проектор для класса или, как сегодня, поход в кино. Ислам Хашиев таким презентом остался доволен. Я сегодня сюда пришел с моей мамой. Мне очень нравится. Мы сегодня будем смотреть фильм «Соник». Просил у своих тети, дядей, бабушку, дедушку. И так мы собрали 1500 килограмм. Ты много приносишь? Я принес около 200 килограмм. Довольные и счастливые эти маленькие экологи даже не представляют, какую огромную лепту они внесли в защиту окружающей среды. Более 36 тонн макулатуры. Цифры впечатляющие. Но им удалось это сделать благодаря общим усилиям. Класс Марем Барахоевой в числе рекордсменов. Они собрали более 1800 килограммов.
Искали макулатуру, бумагу ненужную, журнал у соседей, у родственников. У нас одна родительница по всем магазинам картон собирала. Мы очень старались, чтобы занять первое место. Мы собирали эту макулатуру, чтобы ненужную бумагу переработали и сделали новые книжки, тетради, журналы. Сдавали макулатуру в рамках акции не только дети, но и взрослые. Для них это хорошая возможность вспомнить свое пионерское прошлое, ну и природе помочь, конечно. Нам это очень понравилось, потому что мы с большим удовольствием, родители тоже участвовали с детьми. У нас столько энергии было, что не тяжело. Да. Вот у меня девочка больная была, не даст вон классный руководитель соврать, что она с большим пакетом, я ей говорю, давай мама тебе поможет. Нет, мама, у нас сегодня последний день, она его взяла и потащила. До того наши дети были так заинтересованы, чтобы добиться этого первого места. Экологический проект с говорящим названием «Спаси Грута» стартовал еще в прошлом году. Он проходит в 6 этапов. Если в первой конкурсной волне приняли участие 5 школ, то во второй уже 8. Адам Альсагов, которому и принадлежит эта идея, ставил целью повышения экологической грамотности подростков. Мечтал привить культуру раздельного сбора мусора через игровую форму и грамотную мотивацию. На протяжении целого месяца на базе 8 республиканских школ проводились различные викторины и конкурсы. Теперь, спустя время, он уверен, акция дала свои плоды. Есть много проектов, акций всероссийских, в которых участвует большое количество регионов, и даже у них не всегда получается достигнуть таких результатов. У нас так получилось одного региона. Это показывает, насколько наши дети активны в этом плане, насколько они готовы вовлечься именно в процесс раздельного сбора мусора и помощи в экологии. Кроме самих школьников вознаграждению подлежат и класс, и школы. То есть из 8 школ, в зависимости от места, они получают призы. Конкретно в данном конкурсе у нас было 8 школ, из них 2 школы получили 2 проектора. Экология – самая наболевшая проблема современного мира. Однако даже такие небольшие экоакции мало-помалу, но способны переломить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону, уверены и в Комитете по делам молодежи, который в свое время поддержал проект Адама. Есть очень много проектов, которые, если честно сказать, имеют очень малый социальный эффект, а именно такие конкурсы, такие проекты, они имеют большой социальный проект. Даже, грубо говоря, когда я с Адамом помогал Адаму разрабатывать, когда он мне сказал, что здесь собрали более 36 тонн мусора, я просто прочитал афишу и понял, что они сохранили более 700 деревьев, которые будут не вырублены. И также именно такие проекты по мере своих сил мы всегда пытаемся помогать. Теперь в планах организаторов охватить около 48 учебных заведений и организовать в каждом из них пункты приема макулатуры и прочих отходов. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Поздравления от президента страны принимает Лидия Бекова. 1 марта она отмечает свой день рождения. Ей исполнился 91 год. Она пережила ссылку, потеряла родных, но при этом всегда оставалась оптимистичной и легкой. Сейчас она живет в окружении 11 правнуков и вспоминает былое. Репортаж нашего корреспондента. За ее плечами длинная и интересная жизнь. В свои 91 Лидии Бексултановне есть что вспомнить и о чем рассказать. Ей было 12, когда началась война. В ссылке она потеряла почти всю свою родню. В 19 вышла замуж, родила 2 детей, но через 4 года потеряла и главу семейства. Было трудно, признается бабушка, но родственники не оставили ее одну. Помогали, чем могли. Да и она, сложа руки, не сидела, вела хозяйство. Петр Цхалдер машины связь автоматически, только следуешь машины. Так, дома летать, белга, дикет идется, малаш белга. С машины с белга идется. Так, как ты мердевешь, хаджа, заусклад хаджа, начальник, дикет нечто идется. С машины идется, с бог вас идется. С бандур, с водич машин, так вот тих, бог и тих, и бог бур. Центр ходик саден, сенчон. Сенчи, сен кусыр, мусыр, тыду барск, берешь, сен, хала, мал тоже мы квачим, хадросу, тикто бал отра. Лида Бексултановна родилась в первый день весны. Всегда была бойкой, живой, расцветает от каждого доброго слова. Бабушка признается, никакого секрета долголетия у нее нет, разве что трудолюбие и жизнь в согласии с родными. И пусть ей 91, но принимать поздравления приятно в любом возрасте, особенно когда тебя чествует сам глава государства.
поздравить 9 мая, 23 февраля. Почему дагига хангет судик? Если халу, сидели ускут дагдига, дагига дикхат почему? Сегодня бабушка живет в окружении близких. У нее 4 внука и 11 правнуков. Все они любят и ценят ее за добрый нрав и великодушие. Ее стойкости можно только позавидовать, признаются они. Все обожают ее, любят и ценят. Наня у нас такая мудрая женщина. Несмотря ни на что, она не сломалась. Все время трудилась она у нас. Все время наставляет нас, с ног наставляет. Живые свидетели великой истории, таких как Лида Вдалакова, немало. Но здесь пытаются помнить о каждом. Добрая традиция поздравлять долгожителей – инициатива президента России Владимира Путина. С 2013 года представители госвласти навещают самых почетных жителей своих районов в дни их рождения. Внимание со стороны государства – необходимая дань уважения старшему поколению. Поздравили с этим письмом, значит, чтобы порадовать ее, значит, мы ей принесли сладости, значит, продуктовую корзину мы ей привезли, чтобы как-то она почувствовала какое-то внимание со стороны государства. Наши старики – пример достойный для подражания. Несмотря на все тяготы и невзгоды, они неустанно радуются жизни. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. Что бы я хотел сказать своему деду, человеку, который храбро воевал за свободу и свою родину? В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне Центр образования Магаса запустил акцию, где каждый желающий может обратиться к своему деду-фронтовику. О том, как почтили память родных учащиеся начальных классов, расскажет наш корреспондент. Что ж молчишь ты, черный камень? Разве ты хотел такого? Разве ты мечтал когда-то стать надгробием для могилы неизвестного солдата? Роберт Рождественский, Константин Симонов, Булат Акуджава. Произведения известных поэтов, посвященные военной тематике, из уст детей, трогает до глубины души. Для учеников 3 класса это поэтическое выступление играет важную роль, так как их дедушки были героями самой кровопролитной войны прошлого столетия. Каждый раз говорить детям, какой ценой досталась нам Великая Победа, и чтобы дети помнили о тех героях, благодаря кому сегодня мы живем, работаем, учимся. Активное участие в этой акции принимают не только учащиеся центра, но также и их родители. «Стена памяти» – это совместное творение детей и взрослых. Каждая деталь по задумке имеет свой смысл. Цветы маки выбраны не случайно. В рассказе Евгения Носова «Живое пламя» мак сравнивается с человеческой жизнью. Она была так же коротка и прекрасна, как и жизнь сына главной героини рассказа. Огонь в этом произведении ассоциируется с душой человека, отдавшего свою жизнь во имя чужой. Стилизованные письма, пожелтевшие от времени с пожеланием дедушка, старательно выведенные буквы – все эти послания написаны вручную и от души. В нашем классе 29 учеников, и все учащиеся, все родители приняли очень активное участие. Есть даже там портреты, письма, родители вместе с детьми сидят и работают. Дорогой дедушка, я даже не знаю, что именно тебе написать. Что бы ты хотел услышать? Знаю одно, я должен передать тебе силы и уверенность. Ты уже навечно вписал свое имя в историю. Ты уже герой. Для меня ты самый главный герой. Это проникновенное послание Мехди Цуроев адресует своему деду Аюпу Цуроеву, участнику Великой Отечественной войны. Пройдя через тягостные испытания, герой войны прожил еще долгую жизнь. К проекту он подошел творчески и проявил большой энтузиазм. В создании этого ролика мальчику помогали родные и близкие. Я хотела, чтобы все знали о моем дедушке, который воевал с немцами, который пытался защитить родину. Мой дядя программист, поэтому меня попросили подойти к компьютеру, мы записывали звук, чтобы все было четко. Мы нашли музыку подходящую, мы взяли свечи, картину, поставили, взяли подходящую ручку для этого и бумагу.
Проект «Письмо деду на фронт» в образовательном центре был открыт еще прошлой осенью. И за это время все желающие смогли отдать дань памяти своим предкам, написав для них трогательные строки в своем письме. Преподавательский состав и родители учащихся школы уверены, прививать любовь к родине и развивать в подрастающем поколении чувство патриотизма нужно с ранних лет. И поэтому такие мероприятия будут проводиться гораздо чаще. Мадина Магушкова, Хамзат Халухоев, Новости 24. Эко-Чужинский водопад, расположенный вне пограничной зоны Джирахского района Ингушетии, доступен для посещения иностранными туристами. По информации Комтуризма региона, иностранцам можно посещать это уникальное чудо природы без получения специального пропуска. Напомню, Эко-Чужинский водопад – крупнейший в Горной Ингушетии. Он образован левым притоком реки Асса, протекающим в живописном Асинском ущелье. Высота водопада 37 метров, ширина 7. Теперь перейдем к киберспорту. Комитет по туризму Ингушетии провел республиканский турнир по игре PUBG Mobile. В нем приняли участие 150 человек, 35 команд по 4 игрока. Игры прошли в лечебном-оздоровительном комплексе Арымхи. Репортаж нашего корреспондента. Изменяя установки графики и настраивая элементы управления, адаптируя их под свой смартфон, Ибрагим Цицкиев готовится к началу игрового турнира «Турито». Такой никнейм у самого юного геймера. Рассказал, какое оружие предпочитает больше всего. МК, М4. С ней и АК-75. С ней чаще всего. Онлайн-шутер PUBG Mobile за короткое время сумел завоевать популярность как среди начинающих геймеров, так и среди заядлых профессионалов в мире киберспорта. Игра рассчитана на самую разную возрастную категорию, поэтому только перед турниром зарегистрировалось больше 150 игроков, а это 35 команд, связанных одним сервером. К примеру, Ваха Евлой вместе с братьями по оружию уже готовится штурмовать новую местность. Если будем далеко друг от друга, то есть если одного какого-нибудь нокнуть, то есть мы ему поддержку оказать не сможем, потому что будем просто далеко от него, то есть добежать не сможем. Поэтому держимся максимально близко, но так, что и не мешать друг другу. То есть на средней дистанции, скажем так. Подобрать черты, цвет лица, рост, вес и даже прическу. При первом запуске игра предлагает создать своего персонажа. Богатый выбор экипировки и оружия вместе сопровождается реалистичной графикой. Простой интерфейс игры и приятная цветовая гамма позволяют геймеру погрузиться в почти реальный мир, захватывать вражескую территорию, устраивать перестрелки с использованием оптического прицела. Можно с помощью легкого джойстика на экране смартфона. Интересно и то, что карта – самая излюбленная местность игроков, ведь здесь в тени декорации удобно маскироваться. Мы сейчас зашли в зону, вот зона, она будет смещаться, и в конце образуется маленький круг. Тот, кто останется наружу вот этого круга, умирает. Здесь первая броня, вторая броня, третья броня. Третья броня – это самые сильные, мощные. Сейчас у меня только первый шлем и вторая броня. Интересно отметить и то, что мир киберспорта полон скрытых шифров, программных кодов для легкого прохождения игры. С их помощью можно увеличить меткость стрельбы или же выносливость своего персонажа. Впрочем, ни то, ни другое здесь не удастся. Ведь за геймерами строгий контроль. По словам Хайрудина Гадабошева, ребята сами не допустят онлайн-обмана. Они пришли сюда познакомиться друг с другом и приятно провести время. Это всеми известная игра, онлайн-игра, которую играет почти вся республика. Поэтому мы решили сделать такой дружеский такой жест между командами со всеми. Уже решили создать вот такой конкурс и созвали всех желающих. Когда уже запланировано было уже создать вот этот конкурс, многие проявили желание не то чтобы на выигрыш, а чисто на участие. В киберсоревнованиях, как и в любых других состязаниях, есть свои победители. Так команда «Справедливо» уверенно завоевала первое место, разделив между собой призовой фонд в 30 тысяч рублей. Серебряным и бронзовым призером PUBG Mobile оказались игроки команды «Асса» и «Дикая дивизия», которые также взяли денежные призы. Сертификат на 10 тысяч рублей и третье место получает команда Цездоева Магомеда. По словам организаторов турнира, место проведения игры выбрано не случайно. Горная Ингушетия полная живописных мест для уединения и покоя. Сегодня стала площадкой для энергичного современного времяпрепровождения, масштаб игры которой в дальнейшем планируется развернуть на весь Северокавказский округ. Лина Цичоева, Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии. До встречи в эфире.